Друзья мои, мы в диких горах Кыргызстана, следы волков, как они жеребенка загрызли. От таких диких мест можно добраться только с нами, на наших тачках подготовленных. Ну что, добро пожаловать во вторую серию нашей истории о постройке настоящего экспедиционника. И, конечно же, первым делом мы отправились в горы. Ведь никакие рассказы не заменят настоящих испытаний. Пришло время проверить, на что действительно способна эта машина, и показать все вам без прикрас. Так что заваривайте чай, устраивайтесь поудобнее, лайки, подписка авансом, если поддерживаете проект. А мы начинаем. Приятного просмотра. Это натуральный кумыс, горный. Натуральнее не бывает. Берем 2 литра, едем дальше в горы. Юрты у них тут есть. Такая прогулочная зона есть. У него бассейн, Джанат резорт. И у него вот туда, видишь, тропа есть, короче. Ну, туда на самый верх. И ценник тут вообще очень гуманный. Хотя она 4-звездочная, но ценник вообще очень хороший. Там в пределах 5-6 тысяч за ночь. Фамал называется, свежие кабулы и молоко. Это такая терапия для верхних дыхательных путей и нижних дыхательных путей. Это самая-самая лучшая профилактика, короче. Говорили, что в определенных местах Кыргызстана, где растет какой-то сорт трав, если там опасущихся кобыл молоко пить, там люди туберкулезом вылечивались, оказывается. Дальше есть не менее крутой ресторан, 12 каминов. И потом дальше там полезем, немножко место найдем. Каньон, вода, дорога. Мясо, иди. Самое вкусное мясо вот в этом вот стебочку. О, привет, дорогие друзья! На наших соцсетях уже полномасштабно начинается выкладываться контент, чем мы занимаемся и что для вас мы готовим. А готовим мы вам чумовой проект, который нас приблизит с вами, любители автопутешествий по всему миру. Мы в горах Кыргызстана, и я хочу вам представить нашу тачку Toyota 4Runner 2020 года. Почему его мало в России? Потому что она выпускалась чисто для американского рынка. 4-литровый атмосферный мотор с 6 горшками. Понижающая передача у него очень хорошая, потому что в Америке есть такое движение, лазить по горам очень медленно. Вот, она для этого предназначена. И как раз под наши цели и задачи отлично подходит машина. Атмосферник очень хорошо тянет. Механическая раздатка, задняя блокировка, средняя блокировка. Все, что нам надо, уже есть на базе. В этой серии мы с вами будем дальше навешивать, а именно маркиза, шноркель, колесо выносим на калитку, бак увеличиваем. Надо будет походный душ сделать и большой автобокс для ваших вещей. Еще походная кухня и холодильник, чтобы было удобно. Человек с рюкзаком приехал, сел в машину и уехал в горы. Как здесь. Посмотрите, какая красота. Вот она. И до таких мест может добраться только такая машина с нашей подготовкой. Мне тоже очень не терпится почувствовать ее в деле. Чувствуется мощь. Я на таких машинах вообще никогда не ездил. Сейчас попробую. Первый раз будем заправлять машину. Долго искал рычажок люка. Оказывается, все по-простому, по-нашинскому. Короче, ребята, добрый дон. Добрый день. Уже день, Добрый, да. Потому что мы вышли утром из дома, поняли, что бумажки забыли.
Обратно заезжаем домой, документы, бумажки забираем. Вот, сон наш, приезжаем, нормально. Тут выясняется, что я свои документы оставил дома, которые я должен сейчас сдать, когда буду получать новые. Итого, день добрый, поэтому сейчас обратно домой приехать мы не успеем. Здесь у них 12:30 обед начнется. Ну, значит, после обеда будем получать, а пока что съездим в магазин внедорожного оборудования. Я думал, это только моя прерогатива забывать, бегать туда-сюда, вспоминать. Игорь, ты, бляха, заразил. Заразно, оказывается. Марина такая. Я же просил тебя Блин. заражать только хорошими, блядь, Ну, я, вещами. как получается. Монтаж делать там, снимать. Нет, блин, рассеянностью делится человек. Багажники, панели, маркизы разного вида, все, палатки хотите, все это есть. Хочу готовить машину под аренду. Дороги, так вот начинается вот с подвески все, и все дальше мы поехали. Перехват, да. Ящика сделать. Тут там полезности. По поводу кухни. Пойдемте. Я покажу просто это, что это такое. Мне это все так интересно. Я первый раз вижу, как машины вообще вот так вот готовят к экспедиции. Я их видел. Мирлана машины, сколько мы ездили. В принципе, да, вот мы встречались с людьми, которые ездят в экспедиции, но вот именно процесс подготовки, вот это для меня сейчас новый, интересный. И это хороший опыт. Вот это кухня. Дядя Женя, знаешь же, Шаталова. Вот Ну. он сделал себе... А что, он тяжелый, да? Ну-ка. Я сейчас хочу просто из фанеры так сделать и вот этот выкатная туда поставить вот эту обычную плиту, которая газ, молочка. Ну, чтобы так вот от ветра защищала все и чуть-чуть. Да-да-да. Смотрите. И вот эти пластиковые, которые есть здесь, вот это называется, ведерки, которые вот так делается. Да-да-да. И его поставить и маленькую краник для чистой воды от обратного осмоса, его подсоединить к этому танку. Все. Машину надо оставлять, да? А у тебя эти по бокам, которые вот открываются сразу, да, доступ? Это Боковым доступом, да? Но я хочу вот так, чтобы это решение в этом было. Хорошее решение есть. Вот это нам обязательно. Это сколько там? 12 литров, да? Или 18? Мне кажется, вот для таких машин, для трейлеров, вот эти пятнашки все. это бар. Это больше как бар. Ну и так, соответственно. Для аренды машины там такелажка 8-метровая, динамика. Вот этого более чем. Для себя уже Для себя нам можно Да. набрать. И один этот карозащитка и буксировочный, да. Он же как карозащитка же можно ее использовать. смотри, все, поставили. Вот так, смотришь на них. О, это для камер, не Телефон, наоборот. тут GoPro, тут что-то еще, это вообще все может. На свой, Тема. Вот это я уже понимаю. на свой поставили. Это автоматика. Выставили два, например, пара. Он докачал, выключился. Вот этот с автостопом держите, он качает, отпустили, он перестал качать. Тот примитивный. Нажали, включить. Он качает, накачался, выключил. Там же все есть, да? Для двоих. Это на троих-четверых. Есть вот такой вот с помпой и есть проточный с подогревателем на газу работает. Здесь подключаете питание, у него помпа внутри, и он подает уже под давлением. Вот эти вот алюминиевые, они компрессором накачиваются. Вот у этого, вот, например, у этого душа ручная помпа. Вот мне такой машины можно в рафчика взять. Хорошая штука, 5500 всего лишь. Душ, лейка, там маленький насосик, на двух пальчиках батарейка внутри. Да, я понял. В любой водоем кидаешь, нажал, нормально. Вот в Монголию с таким вот ездил. Канистры 20-литровые, черные, 2 купюрки, если что-то не везет. 90 тысяч даже. Да, это 90 тысяч. Считается самый низкий класс. Единственное неудобство, только там вот сразу угол начинается, да? Головой головой да. И, короче, на него же можно еще же сверху
Автобокс кинет. Да. Так, это то же самое, алюминиевое, увеличенное. Зимой можно как автобокс его использовать. А, вот это внутрянку. Внутрянку всё выстегнули, да, и он, видите, даже если тает, оно все внизу уходит. Которые вот такие сбоку с доступом ящики делаете, вот это все. Это 110. Вот здесь, смотрите, она 1,60 м, то есть у вас еще передняя часть на багажнике, еще есть место. Это под большой пикап. Душ, снизу что? Роллина, как у меня вот стоит, крышка закрывает багажник. Ну и здесь вот каркас, боксы. Несколькими брендами, да? Вот сейчас вот в Arctic Trax у них в салоне тоже какой-то выставлено. Все то же самое, только по-моему, название другое. Стулья нам нужны в ближайшее время. Ближайшее время чтобы нам всё нужно. тык. Да? Нам на эту машину надо сделать так, чтобы нам это все. А, мы сразу всё будем делать, да? Оно в маркизу все стегивается и все. И вот же наша маркиза. И она не прямоугольная, она оставится, здесь просто неудобно это поставить, она оставится трапецией. А, вот так, да? Да. И то есть здесь место, Огромное да. пространство. Вот он пол. И все вот этой сумки. Ну это стенки, полы вот в этой сумке. Да? Все остальное туда. Маркизы, да. Маркизы сложили и стенки сложили туда. А эти упоры вот так, да? Раз вовнутрь, да? туда идет. Вот это вот 3 метра. Круто. Выехал, поставил и все. Какие-то модели, да, имеют. Это простая маркиза. По размеру. 2,5 на 3 и 2 на 3. Ну, получается, под любую маркизу вот эта фигня, Да. там все застегивается. Да. Еще прошу, что по длине, по ширине. Есть один нюанс. Что у меня не так? Поняли, да? Дребезжит? Да. Постоянно. Ну, на гребенке будет дребезжать. Какой лучше, да, поставить? А если в мягком корпусе, тут уже, конечно, мы избавляемся от этого. Так что мне в мягком корпусе вообще не нравится. А в Арктике беда со шноркелями ездить, это шноркель засасывает снежную пыль, Это наш и шноркель. забивается воздушный фильтр, машина не едет. А летом пыль такая же работу делает. Сейчас забивает наглухо фильтр. Машина не едет потом. И ты ходишь по машине вокруг. Что ж там проблема, у меня машина не едет. Лебедку можно спрятать под номерник. Лебедка-то всегда подстрекает тебя. Да нормально, что у нас лебедка есть, поверь. Неудобство вот в машине, когда вот кемпинг делаешь от автодома, что в случае какой непогоды ты сидишь в машине, внутрь залез и так сидишь. Ну да, да. А если вот поставил вот такую тамбурную маркизу, это у тебя свой домик получается. И погода там как бы пофиг. Единственное, там по ветру надо защититься, растянуться. Да. Все остальное очень удобно решение. Ну, лучше такой поставим, наверное, 2,5 на 3. А эта маркиза только чисто от солнца защищать и там сидеть, чинить. Оказывается, не все так быстро, как хочется. Сегодня четверг. Вот во вторник мы только узнаем, только через неделю начнется процесс. У вас получается мы мол-панели, маркизу, шноркель и там душ уже душ. смотрим по месту, да, уже по как месту, это, как как это поставить. печь. Сиденье горячее. Все нормально сейчас, да? Сейчас по солнцу. До этого Мирлан сел. Солнце стоит. Через поезд, да-да-да, вообще кипяток. Че, Мирлан, какие у нас дела? Пытай, как в машине жарко. Просто нахрен не представляете. Салон черный, всю жару впитало. Это рынок Кудайбергер называется, а тут автозапчасти на любой вкус и выбор. Мы сейчас посмотрим для нашего проекта, что есть, что нету. Ну, в целом, посмотрим вот на рынке, что есть, что нет, интересно. Все таки из контейнеров, да, сделано. Ну что, берем? Берем. Сейчас вот эти выбрали вот такие камушки. Это очень удобно для спины. Во-первых, массажный эффект имеет, лимфодренажный. Во-вторых, спина не потеет. Тюнинг машины началось с массажерок. Я тоже затарился. Вот пара подушек. 200 сом. Чтобы удобно сидеть, балдеть, пока Мирлан за рулем. Ставятся они максимально просто. Вот эту штучку надо протолкнуть туда, и потом, чтобы она обратно так стала. Это вот так одеваем на спинку. Это сюда на подголовник. Вот сюда. Раз, два, три. И все. Она готова. Последний штрих. Фиксируем этой штучкой.
Так, красавчик. Отлично. Это первый тюнинг по свету. Ой, как прикольно там вообще сидеть, а? Скажи. Ну, Они такие. только вот эта штучка чуть выше ее, как будто бы надо подушечку. А, подушка, Да, да? мне низковато. Куда мы едем-то дальше? Что у нас? Все, мы закончили. Дела закончились, да? Дела закончились, сейчас домой поедем. Поработаем над материалами. Игорь поработает. Да. Я полежу. Так что на сегодня день активности у нас закончен. Сегодня, слушай, у нас очень много в одном месте все нашли. И весь прикол получается в этом, что мы в одном магазине, там люди увлеченные путешествиями, автопутешествиями, куда-то доехать, экспедициями, локально в Кыргызстане все знают. И освежающий чалап пьем от нашей компании Шуро. За продуктивный день. Ой, очень освежает. Я прям полюбил этот напиток. Хорошо-то как. Идет замер багажного отделения. Будем строить органайзер, спальник. В багажнике это форанер. Тут немножко сиденье вот так складывается. Поэтому будем сейчас изобретать что-то новое свое, исходя из опыта всех своих экспедиций. У нас сейчас организация багажного пространства чуть улучшится. Тут мы с Мирланом разделились, он поехал встретиться с другом, потом домой, а меня в баню. Я его давно просил, но мы в ней как раз были, когда только приехали. Сейчас я набрал минералки, вот этого напитка, чалап, все время забываю, как называется. Здравствуйте. И пропаришь хорошенько. Здесь прикольные ключи сделаны, вот так вот, такие. Раз. Ну, металлические, правда, но нормально. Можно. И открываешь. И все, одеваешься. Ну так, она новая, вообще недавно сделали. Это Мирлана брат, Телекс, ему позвонил, может тоже присоединиться. Он полностью вот этим занимался, организацией всего процесса строительства, тут всех деталей, всех продумывания, все как тут должно быть. В общем, ну, хорошо сделали, прикольно. И в бане там пар, ну, поддается, там кран включаешь, он на камне там изнутри. Я такого нигде не видел. Прикольно. Едем. Улица красивейшая, деревья и горы у нас впереди. У нас очередное утро начинается с приезда в детейлинг-центр. Наконец-то в Бишкеке нашлось цвет, который нам нужен. Мы сейчас поговорим с человеком, постараемся убедить его, чтобы он быстрее взял нас на работу. Пойдемте поговорим, а то у нас уже сроки горят. Да, давайте посмотрим. Винил настолько прикипает к кузову, к лаку, что вы потом снимаете вместе с краской. Договорились с человеком, человек профессионал в своем деле, полиуретан. К концу недели машина будет уже в другом цвете. Давайте напишите в комментах, какой это цвет будет. Посмотрим, кто угадал, кто не угадал. Вот сюда мы все-таки пускаем, да, вам полосу по-любому, или как? Там может так. Короче, сейчас, смотри, 5 машин делать, у тебя на каждую машину без этой шумки, вымки так нормально заходит. А потом я себя буду туду, наверное, сюда можно разгуляться. Смотрите, сразу вам предупреждаю, у него формы сложные, а вот здесь будут стыки. Сами понимаете. Стык туда же уйдет оба Ну стыка, да, да? да. Это То нормально. есть это будет кусками. Да. Если там стык не сделаете, потом она же... Она поднимется и будет пузырями, и все. Поэтому эти нюансы все стыкуются. Все, пока мы пешие. Опять мы на такси. Теперь можно пиво пить даже. Игорь, Нет времени на пиво. попьем пиво сегодня. Ну, чуть-чуть, если только.
Сегодня работы много. Не, Надо выпускать видео. Ладно, я сел за руль, все, завязал с этим делом благим. Ты-то че? Ну я как ты. Пока я дома, сейчас мама его готовит плов. И я хочу у нее поучиться и показать вам, как мама по-кыргызски будет апа. Вот как готовится плов мамами в Кыргызстане. Потому что в основном мы видели, как это делают мужчины. Пойдемте на кухню. Сегодня будем готовить плов. А отличаются рецепты от того, как мужчины готовят, например? Да, отличается. Они же делают на это курдике и мясо баранина. А у нас корова. Это свежая морковка, вот так чистится. Я немножко буду помогать. Теперь все нарезаем. Какое любимое блюдо у вас? У меня любимое блюдо шпармак. Курдюк и баранина. Они там привкус дают. А у нас диетический будет сегодня, да? Или Или не совсем? Не совсем. Половина детский, половина. Да. Кладем это. Вместе мясо вкусное, вот это. Чеснок вы добавите во время жарки, да? И Во время жарки. в конце. И еще в конце можно добавить. Морковка пошла. А я, кстати, тоже в плов томатную пасту добавлял, Да. когда готовил. Красный плов красиво получается. Вот это вот. А мы курдюк вы до этого, да? Вы к мясу Да, бросили, я да, вот пропустил. Да. Рис я помыла 3-4 раза. Потом с землей перемешала. Сюда кладем рис. Теперь же, наверное, ложим. Пусть она немножко кипит. Каждому плову полагается салат овощной. Внучка Айша помогает тоже. Мирлан, папа его научил, потому что папа, он любил кухню. Когда папа дома был, и мы в кухню не заходили, потому что он 3 детьми, младшими сынами, сам готовил все время. Он любил. А Мирлан с юности начал готовить? Как он там? Мирлан с малых лет они там с рока пришли, то 3, 4 или 5 классы были. Сразу картошку и сковородку и жарили, кушали. А в 10 классе он это в казане плов делал самостоятельно. Пока накрываем на стол. Это киргизская аджика. Плов готов. Не знаю, как вкус. Я уверен, что очень вкусно. Я давно не готовила. Эмин Апкель, кстати. Малышки, кушать, кушать! Вай! Какой аппетитный, вкусный стол у нас. И курдюк. Меня Мирлан приучил к курдюку. Готовил разные блюда, вкусные. Курдюк я полюбил. Ну, всем приятного аппетита. Заканчиваем съемку. Так, ну что, всем пока. Ребята вот тоже идут на Сикюль. Так что вам хорошего отдыха. И нам хорошего отдыха. Всё. Опа! Анечка, на озере будете отдыхать тоже, да? Купаться будешь? Да. И мы будем купаться. Вот Телек приехал за нами. Доброе утро, Телек. Наконец-то мы поедем на Сикюль. Мне постоянно здесь, когда узнают, что я гость, все говорят, на Сикюле был. Я вот наконец-то побываю, да? Спасибо тебе. Телек едет по работе, на самом деле ему надо там. А Мирлан сегодня будет готовить очередной рецепт свой. Мирлан меня ругает опять. Он взял только купальные шорты и все, и вот дрон. Это, в принципе, моя техника. А у меня целый рюкзак вещей. Потому что я там теплое взял на всякий случай. В прошлый раз на водопаде я замерз. Мне прям руки онемели от холода. А сколько нам ехать? 3-4 часа. Сколько? 3-4 часа? Серьезно? Мы по дороге остановимся в Глобус. Это самая большая сеть супермаркетов, гипермаркетов Кыргызстана. Тут все есть. Сейчас заходим, подбираем, что есть, что нету. И на этой основе будем готовить что-то. Пока не знаем, что будем готовить. Уголь нам нужен? Стейк на мире это называется тибон, а это рибай. Короче, будем делать стейки.
Мы с Игорем просто не могли упустить возможность ездить на Иссык-Куль, пока машина была в детейлинге. Тем более Телег как раз ехал туда по работе и предложил нам составить компанию. Ну а мы решили совместить приятное с полезным, не только показать Игорю легендарное озеро, но и снять для вас новый рецепт. Все как вы любите. Невероятная локация, простое блюдо и отличная атмосфера. Уже на следующей неделе этот выпуск появится на канале, так что не пропустите. Вот мы на дороге в Иссык-Куль, почти приехали. И вот здесь у нас магазин Спар есть по дороге, специально заточенный под туристов. Пищевой отдел есть, островок называется. Вот здесь много всяких интересных приколюх сделано для туристов именно. Ну и еда вообще по кругу. Почему островок? Он такой по кругу идет. Тут много-много разных интересных продуктов. Манты, разная выпечка, готовые жареные, тушеные блюда. В общем, на любой вкус покушать, отдохнуть с дороги и ехать дальше. Можно заварить лапшу быстрого приготовления. Специальная посуда предоставляется. И здесь ее вот греешь на плите. Чай готовый с разными вкусами. Берешь и там наливаешь кипяток. Также можно сделать натуральный апельсиновый сок. Когда жарко, его специально апельсин охлаждает в холодильнике. И можно холодный напиток получить. Мы приехали в Рыбачий, зашли в Спар, там что-нибудь похомячили. Сейчас мы едем на пляж города Балыкчы, Рыбачий. Тут поезд Бишкек-Балыкчы приезжает именно вот где пляж. И люди, которые туристы, они с выходом сразу с озером знакомятся. И тем более сейчас там сделали рембрендинг, очень хорошую красивую набережную сделали. Вот как раз таки пойдем сейчас посмотрим, заодно и вам покажем. А сзади вон какой вид, смотри. Да? Красота сзади. Сзади горы вообще шикарные. Подъехали к заветной секретной точке. Почему она секретная? Потому что в нынешних реалиях подъехать вот до берегу, на берег Иссык-Куля вообще практически невозможно, потому что уже везде все занято, везде строятся резорты, и поэтому эта точка будет у нас. А если вы подписаны, ставите лайки, то и у вас тоже будет. Посмотрим, я издалека уже приметил. Шикарное место. Вот смотрите, вот там вот дерево такое, кусты, камни на берегу прям. Да, сезонно там кипиш, вот там курортная зона, а здесь никого не будет. Следующий раз мы приедем. Я всегда здесь палатка располагал, и сам готовил, вот там да, и работал. Круто. Стейк и наконец-то искупаемся в озере, потому что Кострище есть уже готовое. Мангал естественный. Вообще место. Как тебе, Мирлан, место? Огоньское? Все готово. У нас будет вот этот большой камень, импровизированный стол. Там будем пищу принимать. Здесь сейчас пищу приготовим. Там будем купаться. Мясо сразу, вот как хорошо, смотри, как красота-то получается. Всем доброе утро, дождливая. Сегодня погода такая, всю ночь лил дождь. Вчера мы успели в Иссык-Куль съездить, поймали хорошее окошко, а сегодня чуть-чуть не выспались, но зато радостный, идем получать машину. Мне ребята вчера скинули фоточки, вот там лялечка. Но вживую, я думаю, она будет просто огонь. Поэтому вооружились зонтиком,
едем, сейчас ждем такси и едем в сервис машину получать. Да, я сюда встану. Здесь надо будет такую музыку. Вот она шла. Музыка — это отдельная история, Да. грамотно подобранная. Мне показалось, немножко обижают наших автоледи. Зажимают, подрезают, утекаются. Очень приятно. Передавайте привет. Наблюдаем, смотрим. Себе привет передайте. Всем салам. Ну приехали, смотрите какой. Он прям на нас смотрит. Ушанцы говорит, батя, забери меня, я уже готов покорять все и вся. Всего хорошего. Ну что, ты доволен? То, что я доволен, это мягко сказать. Есть же вот такое ожидание реальности. Я ожидал все равно какой-то результат, потому что я знал, какой цвет, и цвет сам выбирал, все это дело. Но когда она вживую, кстати, цвет называется Ferrari Red. Мы погнали, мы погнали, мы погнали. Вот так сейчас. Куда мы дальше гоним? Не знаю, хочется просто погонять по городу. Таким довольным лицом. Короче, сейчас едем в этот аукцион забирать права. Мне уже смс-ка прошла, что она готова. И далее машина загоняется в следующий сервис. Там уже будет делаться конкретно технический апгрейд машины. Очень удобно в Соне, в Кыргызстане, что платно можно пройти все это дело. Новые документы мои, ID-карта кыргызская и еще вот загранпаспорт. Он еще срок не закончился, но решил поменять нового образца. Наш загранпаспорт зашел в топ-10 самых красивых паспортов мира. И самое интересное, здесь на страницах паспорта ключевые красивые локации Кыргызстана. Вот этот ледник Кызыласкер называется. Это фотография моего друга Коли Гладкова. И вот это новый Белый дом, тоже это его фотография. Что еще? Это Сарычелек, Горное озеро. В том месте находится, где я родился, вырос. Вот я столкнулся, что, оказывается, детям до 14 лет нельзя выезжать за границы России без загранпаспорта, только заграном вылетает. А у меня сын, оказывается, закончился. Если бы такая услуга была бы, я бы за 2 дня сделал бы загран сыну и спокойно с ним прилетел бы. А сейчас мне надо через 2 недели обратно лететь за ним, вот такие действия делать. Это максимально неудобно, короче. А тут раз-раз и все готово. Это теперь кыргызская ID-карта и прав. Вот такие орнаменты наши. А теперь вертикальный, блядь. Ничего себе. Что-то я какой-то некрасивый, да, или красивый? Ты всегда такой. У меня все категории. Все категории ты тоже. Душ. Вот этот, если СЕ сдать. А, нет, вот этот ДЕ сдать, если.
то остальные все категории автоматом поставить. Трамвай же нам не нужен, да? Или нужен? Ну, кто знает, Мирлан, кто знает. С твоими дикими идеями, может, мы и на трамвае куда-нибудь поедем. А, кстати, блядь, у нас же было с Богданом какая-то тривиальная идея, что мы один вагон окрасим в красный цвет и от Москвы до Владивостока На трамвае? Не, на поезде устроим про путешествие. Идея была такая, что познакомиться со своими подписчиками со всех регионов, и пока мы едем, двигаемся на поезде, с людьми с разных городов, знакомимся с подписчиками, всякие дела были. Жол тынчылык экен, кечинде келип атканда жамгырда жаман коюп кичине селпел болот. Теперь красненький будет. Все, мы приехали к ребятам 4х4 kg. Здесь будем устанавливать все навесное оборудование для кемпинга. Вот как раз пример, каким должен быть наша машина. Болты и центровочные кольца. Мирлана мечта. На себе под экспедицию хочу такую тембру сделать. Вообще пикапа не было никогда. Я хочу попробовать, что такое пикап. И хочу именно вот полноразмерный пикап. И, естественно, смотрю на сторону тундры. Это новая тундра. Последний кузов. 3,5 литра. Твин турбо. Подвеска с выносными бачками. В Кыргызстане говорят, сейчас вот эта подвеска самая хорошая. Регулируемая. Выносной бачок. Человек, который Форанер, 4-литровый мотор, но он сюда еще, блин, компрессор накинул. Итого сколько замеряли, нет? Не замеряли. Расчетный где-то Ну сколько он 350. сколько дает? 75-80 сил дает. Итого у тебя сейчас 350. 350. Он не задает очень хорошо. Рогатка. Ну он-то сразу, он-то на этом же сразу на коленвалу же цепляется, он сразу как надавил, так и дает. Турбоямы никакой нету. Но на верхах дальше уже вышка просто вывозит. Ну, вышки мы и идем. На верхах ему воздуха хватает? Да. Или у тебя другой фильтр стоит? Нулевикс. Нулевик? У меня пустой. А тундра, что, масло не забывать менять и все. Нормально будет. Вот это навесуха тоже очень интересная тема. Американский тюнинг, у них вот этот, как мы говорили, по скалам ездить, немножко защищать свой кузов. Вообще там, которые, они по скалам, которые в дисциплине ездят, они вообще бампер выкидывают, все, трубу только наваривают. Это типа получается этакая Баха Expedition, да, наваливать. Не знаю, что там случится туристическим шмурдяком после этого, но будет интересно, наверное, наваливать. Тем более на Кингах 34-е колеса, это вообще, не знаю, что-то с чем-то будет. Бак свой, да, родной? Да, бак Не увеличивал? Нет. Да. Все положил, раз выкатил, Да? и она у тебя тут. Да. В плане куда-то выезда в кемпинге удобно. На, вот эти. Сюда получается 2 по 2 галлона и 1 20 вода. Да. И вот сюда краник. Да? Ну, под воду поставил канистру и краник сюда, и еще что. Сколько она весит? Сама колесо вот это толщина. Или 60. Мы его оклеили уже. Сейчас оставляем на молике, на шноркель и на маркизу. У нас есть дополнительные аксессуары в виде мухобойки, широких дефлекторов на окна, чтобы было удобно. То есть больше открыто, больше воздуха проходит. Также у нас есть задний бампер с 2 калитками под запаску и под канистру. Нет, он намного ниже, то есть получается. Ну как там, да? Также, да, все верно. 135 ровно. 136 600. Он 27 сделал. Так, вот то, что канистра, потом посуда, столы, стулья, все равно будем у вас вот там же машину накидывать. Что кемпинговое оборудование, так что также наберет
до 150 в легкую дойдет. Не, а на следующем ролике мы можем эту надпись делать, да? Свой Да, вот просто это оттуда, как вот стоят так же. нарисовать и скинуть тебе, да? Да. Забирайте с автомобиля вещи, которые вам нужны. Ну все, друзья, мы машину оставляем 4 kg. Машина здесь навешивается доп. Оборудованием. И с машиной мы уже увидимся по моему приезду. Потому что я завтра улетаю в Якутск обратно. Через 10 дней прилетаю. И машина будет полностью готова к вашим приключениям. И машина будет уже доступна к вам. Ну а я остаюсь один в Бишкеке. Буду монтировать для вас эти интересные сюжеты. Так что следите. Скоро следующая серия. А пока всем счастливо.